Вопрос для крымчан. Вы уже снимали фильмы о депортации крымских татар, о крымской татарке, которая спасла во время Второй мировой, да, еврейских детей. Какой фильм вы бы как режиссер, как крымский татарин сняли бы об аннексии Крыма? Что это был бы за фильм? Это был бы фильм «3 мая». Это фильм «Один день из жизни» Мустафы Джемилева, когда, собственно говоря, ему запретили въезд в Крым. На мой взгляд, очень показательная с точки зрения и информативной составляющей, и, более того, эмоциональной составляющей история. Но Аристотель когда-то сказал, что если вы хотите показать жизнь народа, расскажите историю одного человека. В данном случае это могло бы стать такой вот квинтэссенцией того, что происходило, когда человека, который всю свою жизнь боролся против системы, выстроенной Советским Союзом, и отсидел там больше 25 лет в тюрьме именно за это, является духовным лидером и авторитетом в своем народе. Человек, которого много раз не пускали на родину и один раз не пустили хоронить собственного отца, еще при существовании Советского Союза. И параллельно то, как там, в Крыму, очень много крымских татар приехало к границе, несмотря на угрозу просто физического уничтожения, потому что там и стреляли, и пытались остановить выстрелами людей, которые приехали встречать его. И, может быть, в большей степени не потому, что он лидер нашего народа, а потому что он мужественный, невысокого роста человек, который не сломался, и который во многом, мне так кажется, несет в себе черты нашего народа. Нас невозможно победить. Никогда за все столетия существования разных империй никому и никогда не удавалось нас победить. Уничтожить нас можно, победить нет. Мы очень часто видим задержания в Крыму. Что вы чувствуете при этом, как гражданин и как режиссер, как творческий человек? Я просто как человек чувствую боль. Потому что это боль от собственного бессилия. Потому что это в определенной мере стыд, что ты находишься здесь в безопасности, а там с близкими тебе людьми, с твоими соотечественниками, да даже с незнакомыми людьми, но которые близки тебе, даже если не по национальности, а по духу, по своему мировоззрению, когда к ним вламываются в 4 утра и делают это сознательно и специально, чтобы напугать. У большинства из этих людей дома малолетние дети. Я даже представить себе не могу страх детей, когда в 4 утра вламываются вооруженные люди, что-то ищут, что непонятно, и на их глазах уводят отца. У меня нет хороших слов для них. Ну, правда, для тех, кто это делает. Я верю в то, что Крым снова будет украинским, что Крым будет крымско-татарской национально-территориальной автономией в составе Украины. И обязательно все те, кто предал государственную присягу, все те, у кого руки в крови, получат в полной мере по заслугам.